Друзья, садим лучок. Земля очень плохая, конечно, у нас тут. Очень плохая. Сюда надо будет завести как-то другой земли хорошей. Голуби такие большие. Ну, навозы накидали, конечно. Ну. А так место особо. Да, у него урожай хорюхуна. Вот хороший урожай. Лучок. Здесь вон тоже копают. Свет выбивает. И сопишка работает. Все работают. Ой, а потом лук, когда пройдет сезон, сюда я буду помидоры сажать, перец болгарский, баклажан, ну такое все. Это шук, он как бы сезон. Сейчас дожди пройдут, она размякнет земля хорошо. Хорошо размякнет. Там с граблями еще пройдусь хорошо. Все. Ледокрыл, друзья, добрый день, Маша Довелшу. Вы снова на канале меня зовут Киса. Друзья, сегодня мы с вами будем делать вареники с картошкой. Как-то недавно показывала я вам, где я делаю галушки. И я, значит, использовала только 4-ю часть этого теста, а остальное поклала в холодильник. А вот сегодня я с оставшего теста хочу сделать немножко необычные вареники. Ну как, здесь-то в Чечне и в Дагестане вообще это часто делают такие, но многие есть, которые не видели. Я, например, тоже, пока сюда не приехала, не знала, что вареники так делают. Ну, ничего особенного, ну, красиво. Мне кажется, даже на вкус они вкуснее. А картошка, которая более такая, знаете, уже вялая, становится, отростки появляются. Чтобы ее убрать, я вот ее всю почистила. Думаю, сейчас сварю и быстро сделаем вареники. И покушать нам будет, и показать вам будет как. Я вот так кружочками режу, он тогда быстро варится. Вот сейчас делаем зажарку. На зажарку тоже я всегда добавляю побольше лука. Режу я его очень-очень тоненько. Ну, знаете, вот эта форма, которую я буду делать, вареники, то есть мы будем делать, в них также можно ложить и мясо, и любую другую начинку. Не обязательно только картошку. Просто у меня картошка, она немного пропадала, ну как пропадала, становилась мягкая, и отростки большие были. Если было место посадить в огороде, я бы, конечно, ее посадила. Но места нету в огороде. Под деревом, которое скопали, под орехом, многие писали, что да, я и сама знала, что там ничего не вырастет, потому что
тень, да, в тени действительно ничего нет. У меня даже там в саду есть дерево, одно яблоко, оно вообще небольшое. И я туда посадила как-то щавель зеленый. И вы знаете, он у меня не вырос. Вообще не вырос он у меня. Так, кое-где повылазили. Так, побольше. Я прям 3 головки положила. Мне нравится. Когда картошка вкусно приготовлена, еще перец добавлю черный, то вообще будет очень вкусно. От зажарки все зависит. Я это всегда говорю. Все зависит от зажарки. И главное, чтобы лук был мелко. А некоторые порежут такими кусками лук. Он вообще не жарится, а варится. Вообще невкусная еда бывает. Никакого вкуса нет у нее. Мне не нравится. Вот смотрите, сейчас вам покажу. Смотрите, вот поставила картошку вот так. Много воды не залила, потому что вкус уходит. Просто покрытая картошка и все. Посолила кружочками, она так быстрее варится. Все, картошка у нас варится. Тесто у меня готовое в холодильнике. Сейчас я его достану. Сейчас пожарю зажарочку. И будем мы с Анжеликой лепить вареники. Ну все. Друзья, ну вот картошка у нас варится. Зажарка у меня уже пожарилась. Я, значит, сделаю еще нам, ну, я не знаю, называют, кто, пышки их называет, по-чеченски хокум, олцунах, пышка. Туда мне понадобится в составе, значит, вот кефир, вот такой кефир, 2,5 жирность здесь, может, кто это будет, кому интересно. Сода, соль, не, сахар не надо, сюда сахар не надо, и мука. Вот что надо, на это литр кефира. 2 ложки маленькие соли, 1 ложка соды. Ну, не прям с горой, а ну, полная ложка, не с горой, так, средняя. Очень хорошие. Можно их и в сковородке пекти на газу, можно их и в духовке пекти. Вот у меня, смотрите, это белая мука, а здесь темная. Я ее совмещу и сделаю из нее вот эти пышки. Но я вам потом покажу. Друзья, ну вот смотрите, я посеяла муку, нагрела литр кефира. Значит, что мы ложим сюда? 2 ложки соли, смотрите, вот так вот, ну, может, чуть-чуточку больше соли, 1 ложку, ну, вот так вот, смотрите, соды. Это кто не знает, показываю, потому что мало ли, может, кого хорошенько вот так вот перемешали. Далее аккуратно, рукой без смывания, вот замешиваем. Очень хорошие, быстро готовятся. Я прям в сковородке вчера жарила их. Эти пышки, 4 штуки у меня вышло с этого, 4 кружочка. Ну такие прям вкусные, отличные. И знаете что, вот хлеб белый купишь, туда-сюда, и он заканчивается. А вот это вот хорошо чем, что он хранится, но много его не кушаешь. Он с отрубями, и за счет этого, то когда свежий хлеб мягкий, его одна рука тянется. А это он как бы выгодный в том, что, ну вот, вчера я приготовила, еще там кусочек маленький даже остался. Это я уже на завтра нам делаю, потому что завтра по дворе работа будет, чтобы мне с едой не возиться. Я поэтому сегодня напеку хлеба, приготовлю нам покушать. И все. И завтра свободно займусь своими делами во дворе. Друзья, ну вот смотрите. Вот так вот 4 части я сделаю. 4 кружочка. Не нужно это тесто сильно прям укатывать. Много муки на него тоже не надо. Потому что пускай оно вот так вот лежит, отдыхает. Например, я пока в Чечню не приехала, я не знала, что вот так такой рецепт делают на сковородке. Ну как, мы на дрожжах пекли дома, а вот так и не знала. Так, пусть отдыхает. Каждую часть хорошо вымесили. Минут на 10 и можно выпекать сковородку. Без масла, без ничего. В сухую сковородку ложите. Вот так я сейчас накрою полотенцем. И пускай она мне лежит, отдыхает. Все. Друзья, ну вот смотрите, сварилась наша картошечка. Я не учу, повторяю еще раз, не учу, не подумайте, что некоторые говорят, да что, не может никто картошку толкти, что ли. Просто, чтобы видео снять. Мне же надо показывать, как я это делаю.
Вот высыпаем сюда, значит, зажарку. Будет очень-очень вкусно. Так, зажарочку. Дальше душистого перчика, ну, в смысле, черного перца. Вот так вот потрусила в разные стороны. Еще чуточку. То сейчас перец такой продается. Но этот хороший, правда, эта пачка. И хорошенько вкручиваем. Будут отличные вареники. Нам хватит и сегодня покушать, и в морозилку положу. На завтра, когда на улице работаем, то готовить особо некогда бывает. Раз зашла, вот водичку закипятила, и все, и готовая. Друзья, ну вот смотрите, остыла наша картошечка. Все поели, была полная тарелка, все покушали. Ну вот это осталось на варенике. Далее, вот получилось у меня 3 шарика. Один я уже раскатала. Вот такие кружочки я делаю. Дальше покажем вам. А вы знаете, я их делать и не могу. Именно такие. Простые вареники-то лепить я могу. Но вот те, которые я покажу, может быть, не все знали. Многие будут знать, но кто, может, и не видел такого варианта. И я их лепить не могу, кстати. Их будет делать Анжела. Мы вам покажем потом, как это дело делается. Друзья, ну вот смотрите, как Анжелика ее делает. Показывай же. Вот такие вот получаются они красивые, посмотрите. Можно также делать и с яйцом, с начинкой, и с картошкой, и с мясом, как вот на пельмени. Вот правда не получается у меня так делать. Сколько не пробовала, не получается. Вот сейчас она вам покажет хорошо, как получается. Вот смотрите, какой красивый. Друзья, ну вот смотрите, мы уже начали лепить второй. Анжела лепит. Я раскатала кружочки. Анжелика вот второй поднос уже начали лепить. И вот у меня помощница еще помогает. Софишка тоже, да, делает? А ну катай свое, катай. Ты же тоже можешь делать, катай свое. Вот такие у меня помощницы. Друзья, ну кто-то, женщина вот спрашивала, в сковородке как делаю. Ну вот смотрите, вот так, прям в сковородке ставлю. Это для тех, кто не знает, чтобы потом не говорили, ой, учит она, а то мы не знаем. Просто без масла, без ничего. Вот так вот. Видите, как она поджаривается? Переверну ее. И вот такая лепешка получается. Хорошо поднялась, видите? Здесь вот кефир, сода и соль. Мягкие, хорошие. Без всяких дрожжей, без ничего. Вот это у меня в духовке пеклась одна. А вот это на газу уже спекла. Вот хорошие, мягенькие. Видите, какие хорошие получаются? Толстенькие, пропеченные хорошо. Вот помощница у меня. Сам Адацер Иштю Орехович. Да, Софишка? А вареник еще? А? Ой, молодец какая. А можно поставить? Не надо. Мы вместе сварим, ладно? Вот так вот красиво они получаются. А вкусные какие. С маслицем и со сметаной. Ой, вообще. Всем советую. Мне они больше нравятся, чем... Вот, казалось бы, состав один и тот же, да? А вот мне такие... А вот пельмени... Это типа как пельмени мы делаем. Вот есть даже кумыки делают. У них называется курзе. Золовка. Такие делала. Анжелику научила бабушка. Дейнан. Она научила ее делать. Но у меня, я не знаю. Ну, не получается у меня и все. Вот, не могу. Я их леплю, как обычные вареники. А Анжелика у нас...
Очень красивые. Мне они такие воздушные, мягкие бывают. Вот, которые с фаршем тоже вкусно очень получаются. Друзья, вот последняя у меня 4-я осталась. Так вот можно ее так сделать. Это самое маленькое тесто у меня. Уже последнее. Я сейчас вам покажу. Вот. Накрываем крышку. Вот такие получаются, смотрите, пышечки. Хорошо испеченные, легкие. Очень вкусные. Вот 4 штуки. 1, 2, 3, 4. Ну вот, значит, мы сделали 2 подноса. И еще дальше делаем. Ну, дальше, как обычно, варите в кастрюле с водой, с маслом, со сметаной, с топленым. Мы на поднос ложим топленое масло, например. Выложу их потом на поднос и сверху сметанкой. И очень-очень-очень вкусно. Посмотрите, какие они прекрасные, какие они красивые. Сама форма очень красивая. Они такие нежные прям, ну не как обычные вареники. Ну все, друзья, до свидания. Кто приготовит, кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. До свидания, адикюр.